Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Константинов Владимир Иванович, А кто вы по должности? инспектор, сотрудник транспортной безопасности. У нас на площади Восстания. Вы старший инспектор, да? Нет. Вы просто Сейчас у нас инспектор, другая да? старшая, да. Ага. Но просто инспектор. Вот смотрите, 22 ноября был инцидент здесь, Да, на площади 20-го, Восстания. по-моему. Или 20-го? Да. 20-го, да? числа, да. О том, что сюда ворвался пассажир, один уже был порезан ножом, а другой был с ножом. И вот я прочитал о Фонтанке и затем в других источниках, которые скопировали историю о том, что сотрудник полиции, сержант, героически произвел задержание, обезвредил преступника, скрутил его и его передал. Впоследствии народная молва до меня дошла о том, что все было несколько иначе. И вот я сегодня захотел встретиться с вашей сменой, которая дежурила в этот день. Что вы знаете и что можете рассказать, как это было? Ну, вот, значит, где-то в 21:20, наверное, 21:15, 21:20 мы со вторым инспектором Сажиным стояли вот как раз в вестибюле, занимались своей работой. И мимо проходил сотрудник наш мобильной группы, который у нас на станции находится. И говорит, там пассажиры говорят, кто-то, говорит, ножом размахивает, ну, около входа станции. Вот. Говорит, пассажиры жалуются. Ну, говорим, сейчас глянем, посмотрим. И только он от нас отошел, сразу же смотрим, к нам подходит мужчина, вот так вот держась, в куртке, и вот так вот у него ладони сложены, к нам подходит, вот, и говорит, меня порезали. Мы так сразу поняли, что это, ну, он. У него руки все в крови, из-под куртки капает, лужа крови. Ну, мы сразу говорю, Юрка, давай скорую вызывать, звоним дежурный. А Юрка это кто? Это вот второй сотрудник, Саша, Ага. с которым мы были. Я говорю, звони дежурный, сообщай по УТБ, а я говорю, сейчас стул принесу до пикета, сбегаю, принесу стул, чтобы посадить. Чтобы посадить раненого, да? Да. И его, говорю, пойдем, отводил сюда, вот к банкомату, в сторону его, чтобы посадить. Я говорю, подожди секунду, никуда не уходи, стой, дыши глубже. Ну и побежал, открыл барьер, побежал в пикет, за стулом, взял стул. Захожу сюда, возвращаюсь, и в этот момент уже вижу здесь вот как раз вот у банкомата наш третий сотрудник Федоренко Саша. Федоренко Саша, да? Да, сидит на вот этом мужике, видно, так, что это он и был, который пырнул его ножом. Сидит и как раз вот крутит, его скручивает, наручники ему одевает. То есть это, а рядом это инспектор транспортной безопасности, да, задержал наш его? третий, который был к Собе и тоже пошел посмотреть, пока мы убежали. Он выглянул, что у нас никого нет. Один дежурный звонит, я в пикет. И к этому мужчина спрашивает, тебе что, по носу дали? Он говорит, нет, меня порезали, мол, здесь вот на Собе. И он выскочил туда, глянул. И вот пока я бегал, уже захожу, вот он его крутит, а рядом стоит вот этот как раз-таки проходящий, кто проходил, сотрудник полиции. Ну, вот, он проходил, домой ехал уже. И вот он попросил его, и этот самый наш вот сотрудник мобильной группы, который относится, попросил, говорит, дай наручники на минутку нам. Ну, мол, одолжи, сейчас на пару минут. Ну, он отстегнул, дал наручники, и Саша одел его в наручники. То есть сотрудник полиции проходил мимо, увидел, что уже скрутили человека, и откликнулся на просьбу помочь. Да. И Он стоял дал просто наручники. и смотрел удивленно, что тут такое, не знаю, о чем вообще, что происходит. Ну, Саша его скрутил, я говорю, этот? Он говорит, да. Ну вот, и вот пока мы стали ждать скорую, этот валялся здесь. И, естественно, ждали своих уже, когда наши придут с поста, с вокзала, наша полиция. Ну, вот. И вот пока вот он валялся, тут скорая приехала уже, они, конечно, сразу пострадавшего забрали. Ну, вот. А потом пришли наши полиция, приехала уже отдел, приехал тоже следом за ними. И они стали уже его смотреть, обыскивать. У него в сумке оказался как раз нож, ну, уже полиция. Вот. И все, мы уже стали заниматься своим делом, а полиция осталась с ним разбираться, и потом его забрали, увезли в отдел. А как так получилось, что в прессе напечатали о том, что все-таки вот этот парень, сотрудник полиции, задержал непосредственно? А вот это я вообще не понимаю. И вот это я вообще не представляю, каким боком здесь вот это вот могло быть. Если он ехал домой, проходил, у него просто попросили наручники. Он знать ничего не знал и видеть ничего не видел. И к нему никто не обращался, тем более, как пишут в газете, что окровавленный мужчина валялся на полу, никто не валялся на полу. Окровавленный сидел на стуле, а валялся вот уже потом скрученный. Вот.
Все, И вот понятно. все, и вот потом забрала его полиция, а вот потом мы увидели вот такую То есть прекрасную статью, как работают наши... То есть настоящий человек, который задержал, это Федоренко Александр, Да, да. инспектор службы транспортной безопасности, ваш коллега, да? Да. Представьтесь, пожалуйста. Инспектор службы транспортной безопасности Федоренко Александр Алексеевич. А можно БСК вашего тоже посмотреть? Я хочу, чтобы просто граждане запомнили вас. Не надо мне запоминать. Вот. В хорошем смысле слова этого запомнили. Ну, вот нам примерно ваш коллега рассказал историю, что, оказывается, это вы произвели непосредственно обезвреживание преступника и скрутили его. Вот расскажите, как это вот с вашей стороны было просто? Вы стояли на рамках? Да, я здесь стоял, выглянул, смотрю, там молодой человек стоит, согнувшись, и вокруг лужа крови на полу. Ага. Меня так заинтересовало, просто ради интереса подошел, говорю, нос дали. Ну, думал, что кто нос разбил. Ага. А потом смотрю, у него кровь течет, и парень стоял рядом, говорит, а его, говорит, там человек на улице, говорит, ударил, который, я говорю, какой человек? Он говорит, да там, говорит, в серой куртке бегает с ножом по улице. Я думаю, пойду посмотрю, мало ли там, чтобы другим не досталось. Ну, чтобы очень помочь могу. Ну, парнишка говорит, а вот этот. Я подошел его, а когда потерпевший стоял, у него дырка была с левой стороны, значит, человек ударил с правой. Ну, я подошел к нему вот так вот сбоку, за руку за правую взял и за шиворот куртку натянул на голову и повел. Вот и все, привел, потерпевшему показываю, этот я ударил, но этот я его в пол воткнул, руки завернул, сидел на нем. Мимо шел сотрудник полиции, инспектор, вот, который инвалида возят, Смирнов Александр, попросил у него наручники. Тот защелкнул на преступнике. Вот и все. Минут через 10 прибежали полицейские. Ну, все. Страшно было, честно только. Да и вообще не страшно. Я как-то... Да А чем занимались до того, как попали в службу транспортной безопасности? я 15 лет на пенсии, пенсионер МВД. Старший МВД. прапорщик милиции. Наверняка приходилось, да? И Нет, не приходилось. Посерьезнее случаи были? Не Нет? приходилось, Не но приходилось? в Калининском суде как-то взрывали нас. Видел раненых и Ага. кровь. То есть в данном случае как бы так Нет, не вот, растерялись, да? не, Бульки, честное слово, вообще никаких эмоций ни тогда, ни сейчас. Увидел, привел. Какой тут геройство? Если бы там с пистолетом, с автоматом бегал, он был другой. А так, А часто бывало такое, что наверняка здесь вы стоите, проверяете пассажиров, что пассажиры, допустим, вам высказывают о том, что у вас, вот на вашей практике было такое, что вот вы здесь зря стоите, дармоеды, каждый день. зря только деньги получаете. Сажен. Каждый день люди, ведь тоже, можно понять, обижаются, наверное. Не до конца понимают назначение службы, Да, но мы ведь раз звезды зажигаются, значит, кому-то это надо. Поэтому, если наша служба нужна, мы работаем. Саш, я хочу вот просто как гражданин этого города, просто Да ладно. лично поблагодарить вас, потому что в этом метро ездит моя жена, мои дети. И я очень рад, что такие люди, как вы, находятся рядом, несут свою службу и в трудный момент могут защитить их. Я хочу, чтобы остальные граждане города тоже наконец поняли, что ваша служба, она очень необходима, очень нужна, и что вы здесь стоите не просто так. И способны защитить этих людей и их близких. Спасибо. Чем можем, поможем пассажирам, гражданам с удовольствием. Для того и тут и стоим. На позиции, стоим плотно, заняты крепче позиции. Начищены латы, блеск стальной амуниции. Под забралами строгие лица. Задание не падать ни с места мысли. Гром и молния, вместо слова ежи стальных спиц. Боевое крещение состоялось. Битва прошла успешно, контакты налажены. В разговоре привыкли не мешкать. Пустыми надеждами не тешим. Четко делаем дело без отвлечений. Экстракт правды так, что в глазах потемнело. Свободные сносят стены, сносят стены. На позицию прочнее, а значит выше небес. И тебе уже не помешает.